итоги переписи. Мы уже говорили о том, что все-таки перепись населения важна в том числе и для самоидентификации наций. Если татарин, живущий в другом регионе России, он не должен говорить, что вот он другой национальности, или просто эту национальность не упоминать. Естественно, важно, чтобы для переписи, для самоидентификации, для понимания жизни важно, чтобы человек, кем он себя ощущает, кем он является, то он и писал. Сейчас об итогах переписи споры ведутся. Некоторые в Росстате заявили, что 99% приняли участие в этой переписи населения. Тут же блогеры стали говорить, что это быть не может, ко многим не приходили. На самом деле участие в переписи – это не участие в выборах. И переписывать человека можно при помощи, это мой товарищ тоже мне об этом рассказал, при помощи тех документов, которые находятся в жилищно-коммунальных конторах. Это не значит, что там дают все адреса, все полностью фамилии, имена. Достаточно того, что в этой квартире, в этом доме проживает столько-то человек, такого-то пола. И все. И поэтому я думаю, что итоги переписи действительно, 99, не 99, но более 95% уж точно переписано, а точные данные будут скоро известны. Я считаю, что перепись прошла вполне успешно. Без сучка и задоринки не может проходить, это понятно. Но сказать, что вот сорвали эту перепись, как некоторые блогеры считают, я так не думаю. Первое, что я хочу затронуть, это вопрос, который касается переписи населения. Вот среди моих знакомых эта тема активно обсуждалась, потому что я вообще считаю, что перепись населения в этом году, она прошла на высоком уровне. Даже из-за того, что у нас пандемии сейчас. Я очень рад, что у нас вообще перепись населения вывели на информационный уровень, то есть теперь можно это делать через различные программы. Я считаю, что это прошло все очень даже хорошо. Какое количество татар останется по результатам переписи? Как известно, предыдущая перепись проходила в 2010 году, тогда количество татар было в районе 5 миллионов 500 тысяч, 5,5 миллионов. Вот. Но в переписи 2002 татар было еще больше, по-моему, 5 миллионов 650 тысяч, если не ошибаюсь, могу ошибаться. Но, в общем, мой прогноз, что в этой переписи количество татар все же уменьшится из-за того, что многие татары ассимилируются, теряют свою культуру, обычаи, и в целом рождаемость татар, она примерно соответствует общероссийской, то есть она ниже уровня восстановления. То есть количество татар, в отличие от таких народов, как тувинцы, алтайцы или ингуши, оно уменьшается, так как смертность, особенно в пандемийные годы, она выше рождаемости. Поэтому мой прогноз, что население, к сожалению, снизится, и как снизится население других многих народов. То есть татары, по сути, не будут сильно отличаться по тенденции от русских, от чувашей, от мордовских народов. То есть мой прогноз на то, что население все же снизится. И в процентном отношении, может, оно не так сильно поменяется, как в абсолютном. Да. Но я считаю, что главное все равно хранить культуру, даже если человек может в перепись записывать себя русским, но по происхождению он наполовину татарин, наполовину русский. Как-то можно хотя бы осознавать тот факт, что есть какое-то происхождение, чтобы культура и нация жила хоть на таком уровне. Я считаю, что это тоже может быть полезно для самосознания. Но время покажет, что будет. Загадывать на будущее сложно, многие предсказания оказываются неверными. Но в целом мой прогноз, исходя из текущих трендов, такой. Перепись прошла, как и намечалось. И она, кстати, должна в скором времени показать, сколько представителей разных национальностей проживает на территории тех или иных регионов России.